От цікавий момент. Чому, насправді, на вашу думку, є так важливо перевести його, етапувати кудись? Чому не можна лишити його в оккупованном Криму? Интересно, что это на самом деле напрямую противоречит, как и международной практике, и решениям Европейского суда по правам человека. Европейский суд по правам человека неоднократно, и не только по политическим делам, но вносил решение в отношении России, что заключенные должны находиться недалеко от их семьи. И это прямое было требование Европейского суда, которое было уже неоднократно высказано, и я повторюсь, в отношении даже обычных заключенных. Естественно, это еще одна практика оторвать его как можно дальше от Крыма, от своих родных, еще раз показать, что теперь это люди, которые находятся под властью, подконтрольные России, и что туда, куда решит оккупационная власть, туда, куда решит российская власть, там они будут отбывать наказание, естественно, не просто психологически, там намного сложнее, но это совершенно другие условия. Колонии в России, особенно строгого режима, намного жестче, чем та единственная там колония, которая есть в Симферополе, исправительная. И это совершенно другие условия отношений с администрацией. Естественно, это полная изоляция от коммуникации, потому что, например, как мы знаем, с Олегом Сенцовым совершенно недавно Олег говорил о том, что ему не доходит корреспонденция. Буквально он получает, 10% от тех писем, которые ему доходят. Естественно, это еще один способ, как легко можно изолировать человека, потому что, находясь в Крыму, когда могут приходить и навещать родственники, это совершенно другое психологическое состояние человека. И поэтому тут приходится говорить о том, что с первого контакта с оккупационными властями, с момента задержания или вообще с первым контактом с полицией и до отбывания наказания, все отношение оккупационных властей и российских властей построено таким образом, чтобы еще раз унизить человека, чтобы еще раз доказать вот это вот превосходство и как можно больше, в любой момент, как можно больше выбрать более жесткое обращение с человеком. Да? То есть вы уже наказали человека, оставьте его в Крыму. Нет, из всех возможных вариантов будет выбран тот вариант, который будет намного более худший к самому человеку и к его семье.